Да? Давайте поговорим про Навального. Навальный – это проект Кремля или там одной из башен Кремля, но факт то, что администрация президента России его терпит, его курирует, его координирует, в этом нет ни малейших сомнений, ни малейшего сомнения. Навальный в 2011-2012 годах, я тогда тоже принимал, я говорил об этом, принимал участие в митингах, был наблюдателем на президентских и думских выборах в Москве и всячески тоже пытался добиться правды, уже находясь там. И вот Навальный, Яшин, Гудковый, старший, младший, Собчак, ну вот эти другие имитаторы оппозиции, имитаторы, симулякры, да, имитирующие деятельность борьбы с режимом, эти люди на самом деле играют на руку этому режиму. Навальный был одним из тех, кто слил тогда этот митинг, 120-тысячный. Тогда уже были слухи, что вся вот эта путинская банда, окружение его, уже были готовы признать поражение, и стоял вопрос, кто войдет в кабинет Путина и скажет ему, что все, мы проиграли. Но вот Навальный спас эту ситуацию, вырулил эту ситуацию, и первая задача была Навального, чтобы люди не остались на площади. Самая большая ошибка российских, русских или российских демонстрантов, революционеров, да, это то, что они ведутся вот на таких лидеров, которые у них есть. Лидеры должны родиться стихийно, возникнуть из общества, должны выдвинуться, появиться. И эти люди, они есть в русском обществе, в российском обществе, я в это верю, я знаю, что они есть. Другой момент, что российское общество атомизировано, разъединено, и на это прикладывались большие усилия, чтобы разъединить и русское общество, не только чеченское, да, и русское тоже. И это очень хорошо удалось, между прочим, особенно с русским народом. Так вот, Навальный тогда слил эти митинги, и, о чудо, через буквально месяц генерал Лебедев, по-моему, да, совладелец вместе с Горбачевым «Новой газеты», олигарх, генерал ФСБ Лебедев, ввел Навального я вот не помню, совет директоров, по-моему, Аэрофлота. Ему были подарены, скажем так, ну или оплачены за его работу акциями Аэрофлота. Аэрофлот — это Акулов, зять Ельцина. И Навальный — это полностью подконтрольный человек, он получил, это все в открытом источнике, это открытая информация, это, об этом писали газеты, это можно сейчас найти. И Навальный, все остальные являются имитаторами. И об этом знают практически все. Тот, кто говорит из уважаемых или из публичных людей в России, да, каких-нибудь там политологов, там, экспертов, говорит, что Навальный независимое лицо, да, например, тот же Ходорковский его похваливает там, и так далее. Это говорит о том, что эти люди умышленно вводят людей в заблуждение. Навальный стопроцентно не независимый политик, не независимый оппозиционер. Это проект КГБ, и если бы нужно было бы, замочили бы вот в 2 счета. Литвиненко в Лондоне смогли достать, а вот Навального, которого там на 30 суток сажают, на 15 суток, этого человека не могут никак заткнуть. Это неправда. Я со всей ответственностью заявляю, что Навальный является продуктом КГБ, ФСБ. И он действует только лишь в согласии с разрешения администрации президента, царька России. И
в тюрьме убить это пятиминутное дело. Убивается огромное количество людей, умерщвляется разными способами. И Навального даже его убивать не надо. Если эти 15 суток он проведет так, как проводят там чеченские или кавказские партизаны в плену или подозреваемые, да, в сотрудничестве с партизанами, ребята, я уверяю вас, Навальный вышел бы другим человеком. Он вышел бы, стал бы на колени и просил бы прощения у Путина. Это делается очень, они это умеют очень легко и просто делать. И поэтому все вот это, то, что Навальный там свободный, независимый. Также я хотел бы сказать по поводу фашиста, мега-вора, признанного судом, Ходорковского. Борис Ходорковский является фашистом, и нет сомнений, что также является КГБшником, потому что этот пионер, этот комсомольский вожак до развала Советского Союза возглавлял комсомольскую организацию, и вожаками в комсомоле не становились те, кто не постукивает или не является кадровым офицером КГБ. И миллиардерами тоже просто так в России не становятся. Это очевидно для любого человека. Да? Ну, если не считать каких-нибудь талантливых людей, которые там как-то смогли чего-то добиться. И то я уверен, что сотрудничество и отстегивание, как говорится, да, там, все это всегда присутствует при любом бизнесе, мало-мальское, если дорастает до уровня ФСБ. Ну, там, до этого этим занимается МВД. Вот Ходорковский это такой же фашист, который призывал Первую войну, не гнушался и никогда не было слышно ни его правозащитной организации, которых он наплодил и накормил огромное количество. Да, это такая прослойка в КГБ, которая играет роль либералов, демократов, западных людей. Да? Это очень удобно. И когда пришли питерские, да, они потеснили Ходорковского. И Ходорковский не был уничтожен только лишь потому, что он являлся из одной конторы, да, и отсидел 10 лет. 10 лет отсидел, наказали, все отобрали. И когда он вышел, его спросили, вы бы пошли бы там воевать за Кавказ, там Чечню, отпустили бы Чечню. Он сказал, нет, это Кавказ, это наша земля. И вот его, вот этого комсомольского вожака, мерзавца, лжеца, коррупционера, вора, мега-вора и подозреваемого в убийстве, да, знаем, его начальник охраны сидит пожизненно за убийство. А начальник охраны не совершил бы убийство для ЮКОС, для Ходорковского, не будь Ходорковский в курсе всего этого. Но тоже, кстати говоря, из КГБшников его вот этот Пичугин, по-моему, его фамилия, из силовиков его этот, который сейчас сидит. Так что ни Ходорковский, ни Навальный не являются нашими друзьями и союзниками ни украинцев, ни грузин, ни чеченцев. Это имперцы. И когда Ходорковский вышел, ему задали вопрос про Кавказ, он сказал, что он с оружием в руках пойдет защищать Россию, ну, убивать, короче говоря, опять нас убивать. И это говорит о том, что эта линия, эта идея имперства, фашизация вот этой КГБшной террористической организации, это единственная их идеология. И Ходорковский остался ей верен. Ходорковский такой же враг всех свободных людей, в том числе и русских, как и Путин. Просто этот 10 лет убивал, а этот 10 лет отсидел. И вместо того, чтобы пойти забирать свой ЮКОС, который он уворовал у россиян, он предпочел бы с оружием в руках идти убивать кавказцев. Да? Ну что скажешь, есть, он говорит, это наша земля, мы ее завоевали. У него есть это интервью, вы, наверное, все его видели. Это наша земля, мы ее завоевали. Так вот, у него по праву силы он считает, что это наша земля, моя земля, ваша земля, считает это вот какого-то комсомольского вожака. Так вот, когда у него отобрали ЮКОС по праву сильного, у него не хватило духа
да, душка не хватило, вякнуть даже против этого. Но у него сейчас хватает душка убирать опоры Путина, не трогая самого Путина. Например, охота на Кадырова. Ходорковский все свои вот эти ресурсы, в том числе «Новая газета», это все связанные такие либералы. Хотя они никакие не либералы, они никаких демократических, общечеловеческих, гуманных ценностей эти люди не придерживаются. Это такие же КГБшники, как и Путин. Так вот, когда он хочет замочить сейчас все его вот эти «Новая газета», его разные там правозащитники, начинают атаковать Кадырова, Чечню, Кадырова. Ну, ничего плохого в этом нет, да, если есть правда, факты, давайте рассказывайте. Пытаются придумывать некоторые факты, это тоже имеет место быть. Но также, кроме вот одного столпа Кадырова, у Путина есть еще другой столб. Это ЧВК «Вагнер». Вот Ходорковский точно так же пытается вот силовую составляющую путинской вот этой вертикали, ее выбить из-под ног, так как остальные являются как бы входящие в систему. А вот ЧВК «Вагнер», Кадыров, это люди, это группы, банды, которые выходят за рамки государственного устройства. И они как бы являются вне закона. И эти люди повязаны с ним очень сильно, с Путиным. Им без Путина им не существовать. Они по факту банды. ЧВК «Вагнер» – это наемничество, да, которое запрещено Уголовным кодексом Российской Федерации. Кадыров – это банда Кадырова, это коллаборанты, преступники, на которых клейма стоять негде. И поэтому эти люди будут они как бы мотивированы быть верны Путину. И вот Ходорковский пытается всячески ослабить вот эту его силу, потом, чтобы можно было вот либеральные, якобы либеральные вот эти КГБшники, которые владеют этой Россией, могли как-то поторговаться, скажем так, с Путиным. И все, кто помогает им в этом, являются такими же нашими противниками, как все остальные. Умышленно они это делают или неумышленно, не имеет значения. Поэтому вот я развернуто постарался ответить на вопрос. Это мое видение, мои взгляды. Если с чем не согласны, можем обсуждать.